В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Привет, это дневное шоу на радио Крым Реалии. С вами Осман Пашаев и Катерина Некреча. Просто Катю люблю, хорошо знаю. Осман Пашаев лично для меня это такой человек загадочный. Я его то боюсь, то восхищаюсь им. Вот поэтому каждый ефір – это нове приключення. Це як життя, воно от таке по синусоїді і вирує, да? І можна бути на одній хвилі, можна бути на різних хвилях. І гості завжди цікаві, серйозні, але ми намагаємося трошки просто з оптимізмом дивитися і з жартами навіть в цьому ефірі. Для меня показатель, что мне лично интересно слушать и наших гостей, и моего соведущего Османа Пашаева. Осман не умеет пользоваться смартфонами, интернетом и компьютером. Слушайте дневное шоу с Османом Пашаевым. И Катериной Некреча. Каждый вторник на радио Крым Реалии. Это радио Крым Реалии, и в нашей студии, как вы уже поняли, Осман Пашаев. Катерина Некреча. И, конечно же, мы не можем вдвоем находиться в одном помещении, поэтому нам обязательно нужен кто-то третий. Вот сегодня у нас снова прекрасный гость. Мы вдвоем не можем. Ну, потому что у нас с тобой вот такие отношения. Можем ругаться, что-то еще. Зачем нам это надо? Нам нужен кто-то третий, чтобы разговор был интереснее, и чтобы мы, значит, критикой друг друга не занимались. Или, наоборот, не хвалили друг друга, знаешь, слишком много журналистов в одной комнате, я бы сказала. Гульнара Абдулаева в нашей студии. Я про телефон. У мене свій гість телефон. Крымский историк Гульнара Абдулаева, и наши аплодисменты, наша аудитория в студии. Здравствуйте. Так мы встречаем наших гостей. Очень приятно. Мне очень приятно находиться в вашей теплой компании, потому что одного из ваших ведущих я очень сильно люблю. Это Османчик. С вами очень приятно еще раз увидеться, познакомиться ближе. Спасибо, взаимно. И номер телефона Осман хотел, конечно же, озвучить, потому что это очень важно. Без звонков из Крыма мы не можем жить. 8800 1006 926. Це безкоштовне для мешканців Криму безкоштовне. Для мешканців материкової частини України 044 490 2905. Ви наживо можете зв'язатися з нашою студією і поставити будь-які запитання нашому гостю. Стоимости звонка согласно вашему тарифному плану. Да, 8 810 06 926, звоночки из Крыма. Мы ждем ваши вопросы, ваши комментарии. Расскажите, как ваши дела в том числе. Ну что ж, для начала, для того, чтобы наш слушатель и наш зритель, кстати, в Ютубе и в Фейсбуке у нас есть трансляции, который, может быть, не знаком с гостьей нашего эфира или не осведомлен в биографии, мы вот сделали такую справку про нашего гостя. Давайте послушаем, а потом приступим к разговору. Гость эфира. Гульнара Абдулаева, крымский историк, журналист. Родилась в Евпатории, окончила исторический факультет Таврического национального университета имени Вернадского. Работала корреспондентом крымской газеты «Авдет», где вела колонку «Наша история». Была главным редактором молодежного психологического журнала «Индиго». В 2005 году была награждена грамотой Верховной Рады Украины за особый вклад в развитие молодежной политики Украины. В 2008 вышел исторический роман Абдулаевой «Шагин Герай». В 2012-м книга очерков «Золотая эпоха Крымского ханства», а спустя год была издана книга «Битвы из истории Крымского ханства». Гульнара Абдулаева – автор научных работ и многочисленных публикаций в СМИ, ведущая и автор исторической программы «Алтын Девир. Золотая эпоха» на телеканале АТР. Гость эфира. Это радио Крым Реалии. Ну вот, представили мы гостю нашего эфира. Все ли правильно? Ничего ли мы не перепутали, Гульнар? Нет, мне даже очень приятно. Я даже не знала, что вы знаете про мое награждение. Я первый раз услышал, кстати, знаю тебя столько лет. Ну да, я так особо не афишировала это никогда. Вот так готовился Осман к эфиру, понимаешь? А мы, наши коллеги, наша редакция вот копает, все старается узнать. Ну хорошо, первая справка, мне кажется, в которой мы ничего не сочинили, потому что в интернете много данных, но почему интересно, мне кажется, когда мы в нашем дневном шоу с Османом приглашаем гостя и так много будем задавать вопросов, это я так уже предупреждаю, готовлю к этому морально, потому что в интернете есть какая-то информация, часто там на разных
официальных сайтах, где-то могут быть выдумки, где-то нет, а нам интересно знакомиться с нашими гостями, о которых, казалось бы, мы, может, какие-то знаем факты, но Ну, или не я так глубоко. пропустил, или я не знаю что, но не упомянули, что несколько лет, по-моему, Гульнара была на вашем же, на «Свободе», здесь же Мы об автор. этом еще поговорим, конечно Это же. часть мы интриги. знаем, это мы часть- знаем, часть конечно. специально опущенный факт в биографии для Да, того, ну, чтобы... приятно, что ты знаешь, Осман, значит, ты сайт Крым Реалии читаешь и смотришь продукт, который выходит здесь. Так, в общем, хватит уже о нас и об Османе, что он делает, чем он занимается, что знает, чего не знает. Первый вопрос такой, ну, просто вот как настроение? В такой вот странный зимний киевский день, когда дождь идет, когда все серое. Да, ну, настроение сегодня весеннее, наоборот. Сегодня такой хороший день, после дождя небо открылось, и уже так весной запахло. Хорошее настроение. А как вообще в Киеве? Потому что, насколько я помню, мне кажется, мы с вами где-то познакомились, вот лично я с вами в году 14, когда там комментарии какие-то записывала для видео и прочее. А нет, в 15-м скорее. И в тот момент вы ездили очень часто и в Крым, и в Киеве находились. А сейчас вот где вы больше времени проводите? Ну, больше в Киеве, потому что в Крым все реже и реже. Вот так получилось. Сейчас уже навряд ли я в ближайшее время поеду. Да, на тот момент я часто ездила в Крым, потому что, естественно, для меня был очень болезненный переезд в Крым. С одной стороны, это моя родина, где я родилась. Я нигде себя не видела, как кроме Крыма. А, конечно, для меня это был большой шаг, переезд в Киев. Ну и вот, соответственно, что он так на протяжении нескольких лет проходил болезненно. Но сейчас уже, конечно, я уже попривыкла в Киеве. Мне нравится этот город. Все-таки это столица моего государства. Я так расцениваю, что я не окончательно переехала сюда, но будет время, когда мы вернемся в Крым. Я надеюсь, что это очень скоро настанет. Вот, но я... И у нас рекорд, Мы просто посмотрели, так, простите, сразу к нашим звукорежиссерам. У нас звонок вот на первых минутах нашего эфира. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос. Здравствуйте, я житель Симферополя. И хотел бы сначала мнение выразить жителей Крыма, что главный враг всего человечества – это пиндосы сейчас, а вы являетесь ихними представителями их интересов. Вы знаете, мы сейчас по-другому называемся, если вы не слышали, иностранные агенты. Можете называть нас так. Вот, это уже российской властью как бы официально признано. Путин подписал необходимые документы, поэтому можете так к нам обращаться. И ваш вопрос, есть ли он у вас? Поэтому ваше радио для жителей Крыма – это как бы источник информации от вражеской стороны. А какая вражеская сторона у вас, как у жителя Симферополя, интересно узнать? Все. Ну, в общем, задача выполнена. Да. В общем, текст слушают нас в Крыму, да, это очень Я радует. вот хочу все-таки, да, вот прямо в эфире обсудить. Вот это нужно нам слышать, вот про пиндосов? Нам, смотри, Или нам на очень этом моменте нам очень важно, что? чтобы нам звонили все, что не про ненависть, не призывы к нарушению закона, к насильству, вот к этим вещам, конечно, мы, стандарты Радио Свободы Катя, нам не позволяют мы это же слушать, и произносить это в эфире мы как бы не можем мы же позволить. избегаем такой лексики, как вата, москалев. Правильно? Это недопустимая лексика для нас. Лексика пиндосов. Мне кажется, вот на этом моменте можно убирать. Нет, И дальше... почему очень интересно, что у человека, оказывается, у Крыма есть какие-то враги. Он, конечно, не ответил, какие, наверное, или это сложный вопрос, или связь пропала. Ладно. Но очень важно, что нас слушают люди с разными политическими Да, взглядами, это и это важно. очень большой показатель. Именно, может быть, как раз потому, что мы даем слово всем, даем возможность задавать вопросы. Поэтому 8 810 06 926. Звоните, рада выслушать вас. У вас может быть реально разная точка зрения. Так вот, Гульнар, несколько лет вы перебирались в Киев, а почему все-таки вот не смогли остаться в Крыму после 2014 года? Ну, во-первых, обстановка соответствовала, да, тому, что все-таки в оккупации жить достаточно сложно. Ты не можешь проявить свою точку зрения, да, ты не можешь работать. С кем там работать было? Идти на оккупантов работать, это, ну, претило всем моим там внутренним чувствам. Я бы никогда на это не согласилась бы. И, в принципе, это был один из тех, наверное,
моментов, да, почему я уехала из Крыма. Уехала я временно, я знала, что я туда вернусь, и я вернусь туда, вот, но уже в свободный Крым, вот, но и здесь у меня была больше возможности реализовать себя, да, и больше говорить о проблеме в Крыму. То есть все равно мы же имеем связи с Крымом, у нас там родственники, все такие моменты, которые мы можем здесь осветить, да, которые мы не могли в Крыму осветить. Поэтому, наверное, это был один из таких шагов, что, в принципе, каждый должен делать тоже свою работу, и, ну, может быть, какую-то там маленькую толику, я не берусь, конечно, говорить, что я там что-то могла там изменить как-то ситуацию, но хоть как-то, чтобы тоже быть определенным рупором из Крыма. Рупором. Рупором. Даже историк все-таки. Историк, потому что у нас же есть исторические примеры, что у нас уже не первая оккупация Крыма. Поэтому, в принципе, вот именно через исторические факты. Все-таки, Гульнара, для тебя специализация — это какой период? Это ханский период, это более чем ханский период, это ханский плюс 19 век, все время вот как после первой аннексии. Как ты определяешь для себя фокус, какой отрезок исторический наиболее интересен или наименее изучен? Наименее изучен вообще период Крымского ханства. Но так как я занималась всегда только XVIII веком, да, и как раз-таки первая оккупация 1783 года, а когда уже начинаешь больше изучать Крымское ханство, конечно, хочется больше показать, что это было за государство, как оно жило, какие у них были интересы, да, и вообще, ну, на самом деле история настолько переворачивает, да, особенно мы знаем российскую историографию, которую нам преподносила, это «Разбойничье гнездо» под крылом Османской империи, да, и поэтому хотелось бы немножко шире, ну, вот показать, да, вот даже, ну, здесь, да, даже в Киеве есть больше возможностей показать, да, эту историю, да, государства, которое уже когда-то было на территории, да, Украины, современной Украины было государство. Несмотря на 25 лет независимости Украины, несмотря на то, что украинская историография пересматривала свое отношение и к Крымскому ханству, и все эти вот мифы про разбойничьи гнезда, да, и несмотря уже на 4-летний постоккупационный период и какие-то изменения в школьной программе, все равно есть некий миф о том, что крымские татары — это вот такие крымские, не потому что были монголо-татары, а потом они пожили в Крыму, они стали крымские татары. Значит, где-то в районе 15 века образовали государство, вот, и там укоренились. На самом деле это недолго, и есть этот миф здесь, в Украине, про украинских людей, о том, что есть некий греческий Крым, там каким-то образом попали туда татары, и дальше вот и дальше идет своя история, да? И вообще никаким боком татары, да? На самом деле это позволяет говорить вот этому скрепному мифу о преемственности, да, греческого античного, который переходит как в греческий христианский православный, да, продолжателем которого с 19 века является Россия, русский как Третий Рим. Но есть какие-то детали, которые спотыкаются даже самые националистичные, шовинистические русские историки и пытаются не замечать. Это вот, например, когда касается вопроса Ялты. Да, что мы знаем? Один из мифов — Ялос, Ялта. Но оказывается, в исторической науке первое упоминание Ялты — это Али-Дриси, 12 век, половецкий город, Джалита. Тут мы понимаем, особенно тюркологи понимают, что Дж и Е, да, вот это вот Джалита, Ялта, это чередование, которое присуще некоторым языкам, в том числе тюркским. И мы слышим о неких половцах, о их городе в Ялте, и ничего больше не знаем. Это говорит о том, что греческое подразумевало на самом деле, вот это проще всего сказать, как и греко-католическая церковь. Это всего лишь восточный обряд, да? Вот о чем идет речь. Греческим могло быть население тюркское, могло быть население ираноязычное. Любое оно могло быть греческим, если оно принадлежало, например, к византийскому обряду. Но мы больше ничего не знаем. Этот период вообще не изучен, нет источников, нет тех, кто могут развить эти темы, нет тех, кто способен работать с османскими документами, например, в той же Турции или где бы там ни было. Что происходит? Почему этот период вообще никак не освещен? Это период доханский, но уже тюркский. Да, доханский, мы можем смело говорить, что эллины, да, которые приехали в свое время в Крым, да, не с Греции, да, с Малой Азии, это Галикарнея Понтийская, это Милет, это города-государства достаточно с высокой культурой. И вот эта часть эллинов, которая поселилась на прибрежной полосе Крыма, она также приняла участие в этногенезе крымских татар, это в первую очередь. И естественно, что они были христиане, но почему-то всегда упускают тот момент, что это христиане были арианского толка. То есть в III веке христианство появилось в Крыму, в IV веке Ульфила, который утвердил арианство,
христианства. Об этом тоже, кстати, очень мало говорят. И мы не можем говорить, что те тюрки, то есть они были христиане, да, это арианство пришло к нам с Византии. Почему арианство, да, для тех, кто, ну, может быть, мало сведущ, сегодня арианство отрицается официальной церковью, потому что ариане признавали Иисуса не сыном Божьим, а пророком. Да, вот это вот такой главный тезис всего этого. И естественно, что все вот эти вот храмы, монастыри, которые сегодня христианские на территории Крыма, они принадлежали Константинопольскому патриархату, да, к московскому никакого отношения не имели. Но, к сожалению, историю так перевирают. Вот те именно эллины, которые приняли участие в этногенезе крымских татар, со временем они были тюрки, да, христиане. Они забыли свой язык, но у них была своя вера, да, христианская вера они исповедовали, но тем не менее они были жителями Крымского ханства, со временем уже стали, им никто не запрещал исповедовать христианство, то есть они жили под покровительством своего, да, правителя. И вот тут наступает тот самый момент, когда в 1777 году у нас Россия в виде такого себе миротворца, да, пришла защищать христианские ценности на полуострове. И первым делом она решила, что надо оказать благо для христиан, которые никакого отношения к русским вообще, да, не имели. Тогда была как раз-таки вот в 1777-78 первая депортация с Крыма христиан в Приазовье. Сегодня это урумы, мы их знаем, они живут в Приазовье, по-моему, даже в Мариупольске, возле Мариуполя. Да, все эти Юрзуфы, они сохранили свой язык. Старый Крым. Это часть крымско-татарского народа, по сути, только исповедующие христианство. И вот здесь самое интересное начинается. Я бы тут был осторожен, давай. Все-таки, если у людей есть самосознание урумское, да, они себя считают... Но у них же традиции сохранились, язык сохранился. Да, то есть это часть народа из государства Крымского ханства, которое выходит. Так можно. Вот. И здесь начинается самое интересное. И вот тут, когда уже депортировали христиан, да, основной, христиане, которые урумы, с ними вместе и армян депортировали, Потемкин одновременно начинает завозить воинствующих арнаутов уже с архипелага. Это те люди, которые были против всего исламского, мусульманского, то есть это делалось специально, из них батальоны, то есть вот эти вот все греки с новогреческим языком, культурой, то есть совершенно другие люди. И вот сегодня они живут на полуострове и называют себя потомками тех эллинов, которые совершенно не имеют никакого отношения к эллинам. Мы знаем одни из тех же представителей, пусть это, да, политику же можно, да, сегодня говорить в эфире, та самая Кавитиди, да, которая известная в Крыму, да, вот она принадлежит к вот этим новогрекам, да, которые никакого малейшего отношения не имеют к тем эллинским ценностям и культуре. И вот через вот это, да, Россия, как бы защищая христианские ценности, она присвоила себе чужую культуру раз. Да, то есть она позволила вот этим грекам говорить, что они наследники той эпохи. Вот. Но, и естественно, что у русских очень все просто получалось, у россиян, да, раз это христиане, значит это славяне, раз славяне, значит это русские. То есть очень все просто было. И вот под этой эгидой они шли дальше. То есть они показывали Европе, что они не просто так пришли в Крым, они не просто так... У нас вроде есть звонок, да, от слушателя. Добрый день. Добрый день, Харьков, Игорь. Вот я обращаюсь к Радио Свободе и обращаюсь к ведущим. Вот вы могли бы вот этому звонарю Путане, который звонил с Симферополя, он больше же этого нигде не узнает, кроме вашей радиостанции. Какие санкции сегодня вечером ввели Соединенные Штаты Америки против Медведева, Матвиенко, ну и вы можете перечислить, как они бегали по штатах и просили, чтобы санкции не вводили, 90 олигархов. Вот вам и Америка. Путана, ты понял? Ты. Алло, спасибо. Спасибо. Это наш постоянный, я так понимаю, слушатель. Да, Игорь, спасибо, что вам звоните и заступаетесь вот даже где-то за наши эфиры. Вот интересно, что у нас диалог происходит в эфире. Я также напомню телефон слушателям, которые слушают, но еще не знают номер телефона, но хотят позвонить, высказаться. 8 800 10 06 926. Это для звонков из Крыма. И 044 490 29 05. Это звоночки с материковой Украины. Я напомню, что у нас есть трансляция в Фейсбуке и в Ютубе, и раз я уж так с Игорем, мы вклинились в очень интересный разговор, я просто еще раз несколько таких зачитаю обращений. Татьяна Александровна пишет: Крым ждет возвращения в Украину. Родион Кашукоев, колония Кавказ, камера 07 слушает. Вот так вот такие сообщения. Потом, значит, еще раз переспрашивают номер телефона, вам уже его написали. Ну и
собственно, здороваются и приветствуют вас в эфире в том числе. И тут, конечно, что есть еще комментарии на Ютубе, что, по сути, ну, Россия, в общем-то, не в первый раз пытается переписать историю, да, и вот то, что вы сказали, это очень похоже на то, что мы видим сегодня, наблюдаем. То есть, в принципе, система повторяется и остается такой же. Переписывается история, вот то, что вы сказали, славянами всех называем, а раз они, значит, это наши люди, надо за ними прийти, надо им помочь, надо им спасти русскоязычное население. Для меня 18 век — это то, что специализация Гульнары, ведь есть такой тоже, не то что малоизученный факт, во всяком случае малопопуляризированный. Возможно, он изучен, я не знаю. Мало кто знает, что на самом деле Крым, на который, Россия тоже претендует не только в плане политическом, но в церковном, да, вот этого Московской патриархии, ведь Крым до ликвидации Крымского ханства, до его первой аннексии, там действовала готская епархия Константинопольской церкви. Это была епархия, которая не имела никакого отношения к Москве. И ликвидировали ее русские на самом деле. Вот, и на самом деле переселение — это не только подрыв экономики. Там многослойная задача была. И подрыв экономики Крымского ханства, и ликвидация вот этой вот епархии. Потому что экспансия была в том числе и церковная. И на самом деле, если говорить об этом, кто-никак греки лучше всех должны знать, что эта епархия, это греческое влияние, да, это константинопольское влияние было во весь период мусульманского государства, некого разбойничьего гнезда, и исчезла с цивилизации, которую приносит Екатерина II. Это факт, на самом деле. Это факт, от которого никуда не деться, и его можно либо только изучать, а изучая, мы поймем, что были те же процессы, которые происходили с Киевом в 16-17 веке. Все эти весьма иезуитские штуки с ликвидацией метрополии здесь, в Киеве, да, со всеми этими процессами, которые давлением происходили в Киеве. Либо вот так продолжать замалчивать и линейно выводить некую эллинскую, греческую, русскую версию, которая, знаете, при критическом мышлении не выдерживает, простите за тавтологию, никакой критики. Да, это на самом деле так. У нас есть звоночек снова. Здравствуйте, кто вы, откуда звоните и какой у вас вопрос или комментарий? Здравствуйте, я звоню из Славянска, Донецкой области. У меня вопрос к вашему первому дозвонивачу. Скажите, пожалуйста, не знаю вашего имени, бывали ли вы в Америке, или, может быть, ваши друзья или члены семьи бывали там? И на чем основывается ваш вывод о том, что пиндосы — главный враг человечества? На личном опыте или на том, что вы услышали и увидели в телевизоре и на радио российском? Пожалуйста, перезвоните, может быть, в следующий раз, дайте ответ. Служба комментариев и знакомств в эфире радио Крым Реалии. Спасибо вам огромное за звонок. На самом деле такой радиомост даже. Это очень круто, поэтому первый наш дозвонивач из Симферополя, пожалуйста. Вопрос из Славянска был такой методично задан, очень аргументированно, не требованием, а предложением объяснить. Обоснуй. Ну, потому что говорит, что вот наши враги, а кто ваши враги в Симферополе, когда вы находитесь, который аннексирован на сегодняшний день? Интересно услышать вашу точку зрения. В общем, продолжайте звонить 8 800 10 06 926. Чтобы не вещать, это самими русскими историками изучается эта часть, греческая епархия, готская епархия Константинопольского патриархата, процесс ее ликвидации, да, реакция Константинополя на тот момент, потому что я ничего такого не находил. На самом деле изучалось, просто не давали возможности этим историкам высказаться. Мы даже знаем, что Лев Гумилев, который тоже об этом много писал, он не мог всего до конца изложить, потому что против него работали целые институты. Хотя он пытался между строк в его книге, в его книгах даже, можно спокойно это прочувствовать. Понимаете, тогда 18 век, он был интересен еще тем, что пришла Екатерина, да, и при ней именно фальсификация, это стало одной из главных приоритетов. Они мыслили очень просто. Тот же самый граф Сулакадзев, который часто подделывал документы, он говорил, если нет старины, то ее можно придумать. И они под этим лозунгом шли вторую половину 18 века, 19 век. То есть именно на тот момент уже же доказано, что тот же самый литературный свод «Слово о полку Игореве» подделка. Да, и еще в 1964 году доказал Зимин, что это подделка, но тогда против него возобновили целое там уголовное дело, и человек просто умер от гонений. Поэтому
И вот, в общем-то, эти подделки, они писались умышленно и специально, чтобы доказать свою причастность там, к Северному Причерноморью, к Украине, Крыму, доказать Европе, что они восстановили какую-то там свою историческую справедливость. Ну, в общем-то, в принципе, тот же самый был Антон Бардин, который создавал вот эти вот прям, не знаю, лаборатории, дышащие стариной, где они писали. И это факт. Это на самом деле факт, что очень много источников выдавали там за 12, за 13 век. На самом деле это все были подделки. Гульнара Абдулаева в нашей студии. Это радио Крым Реалии 105,9 FM. В Крыму круглосуточно. Вы можете слушать нас, а также на сайте Крым Реалии. Нам пишут приветы из Львова, Львив, витая крымчан. Ну и, собственно, из Севастополя пишут приветы также. И есть звоночек от наших радиослушателей. Здравствуйте, кто вы, откуда, и ваш вопрос. Добрый день. Добрый день. Александр Васильевич, Киевская область. Очень приятно. Хотелось бы спросить, или в таком историческом контексте, вот несколько сот лет государство Москвы оплатило дань Крымскому ханству. Вот, называлось это подарки, выход и так далее в документах российских. Хотелось бы узнать, а какие были союзные обязательства между государством Московия и государством Крымское ханство? Спасибо. Угу. Ну да, действительно, Московия платила до 1700 года. Я это называю, ну, как они тогда это в источниках называлось казной, по сути, это была джизья, да, подушенный налог с немусульман, потому что Московия автоматически после того, как гераи уже унаследовали Великую империю чингизидов, естественно, Московия, как московский улус, перешли в земли Крымского ханства в подданство. И то есть это были вассальные отношения, и, естественно, какие были отношения? Вассал, он, естественно, выплачивал, да, там, налог за землю, налог с немусульман. А в свое время Крым, в свою очередь, Крымское ханство обязывалось, естественно, оказывать военную помощь этому государству. Собственно, такие моменты были во время Ливонской войны с Иваном Грозным. И действительно, некоторые крымские ханы помогали в этом. На самом деле, никакого такого угнетенного момента со стороны Крымского ханства Москва не испытывала. Да, конечно, были моменты, когда задерживали ту самую казну. Ну, в источниках ее называют казну, да, этот налог, который шел в государственную казну, плюс еще подарки там ханской семье, его окружению, вот. И получается, что когда Москва задерживала эти налоги, естественно, там посылались одни за другим письма московскому князю, а если он отмалчивался, то уже звонок, да? Да, и звонок от нашего первого слушателя. Наш радиомост продолжается, давайте, отвечайте. Вам тут вопрос задали, вы его слышали, да? Да, я слушаю вашу передачу, и я вижу, как вы старательно историю Украины натягиваете, хотя ее на самом деле нет. Вы ответьте, пожалуйста, вам, если вы слышали нашу Нет, я его повторю. А на чем Славянске... основывается ваше утверждение о том, что американцы главные враги ваши, бывали ли вы в Соединенных Штатах Америки, и ваши аргументы? Это современная империя зла. Она несет везде войны, кровь, смерть и разрушение. Везде, где они появляются, везде... А где, например? На Украине, Подожди, вы бывали в Соединенных Штатах Америки? Я там 2 года жил и прекрасно ихнюю сущность познал. За цент они там родную мать удушат. Вот. Человек жил 2 года в Соединенных Штатах и Америки. Такое вот у нас в эфире. Вот видите, мы открыты для всех точек зрения. Если есть еще вопросы к нашему первому слушателю. Да, пожалуйста, у нас есть еще один звоночек. Кто вы, откуда? Слушаем вас, вы в эфире радио Крым Реалии. Алло. Да. Алло. Алло, добрый день вам. Добрый день. Откуда вы звоните нам, как вас зовут, какой вопрос? А вот у меня такой вопрос. А вы не задумывались, откуда Ордынка улица, откуда улица Арбат? Это же татарские названия, это же остатки Золотой Орды. Это было Московское ханство. Вот. Такое же самое. Вот. Все. А откуда вы нам звоните, можете уточнить? Крым или не Крым? Крым или не Крым? Нет, уже нет звоночка. Да. Я не знаю, был здесь вопрос, задумывались ли вы, но, по-моему, у Гульнары целая передача была. Про топонимы? Да, топонимы на территории Москвы, да. Не передача, по-моему, у меня была статья.
Да? А почему-то, мне кажется, было что-то эфирное, да? Да, крымско-московские отношения, да, точно, я там что-то, да, писала про это. Ну да, действительно, есть предположение, что даже у арабских авторов, что Кремль — это Крым, ну, есть такое, ну, это, да, конечно, нужно больше об этом изучать этот вопрос, и я не берусь говорить об том, но то, что на территории Кремля был Крымский двор, посольский Крымский двор, это факт, да, и мы точно знаем, где он находился, на территории какого монастыря, да, там Чудов монастырь, по-моему, был. И вот именно на этом месте до этого был Крымский двор. Остались гравюры, то есть артефакты говорят сами за себя. Потом этот Крымский двор стал мал, его перенесли в другое место. Нет, ну если говорить о топонимах, у тебя была программа... Топонимы, да. Я прошу прощения, есть еще вроде бы звонок у нас. Да, здравствуйте, кто вы, откуда звоните? Я звоню с Крыма. Очень приятно. Как вас зовут? И какой у вас вопрос или комментарий? У меня вопрос а такой ответ. Я хочу у меня такой ответ, что вот вы вешаете всех собак на Россию. Даже Екатерину. Екатерина сама по себе была немка. И она пользовалась не только там ради России, ради немецкого двора, ради всего. Свою политику вела. Захватывала земли, там все. Но вы все вводите на Русь. И все больше на Россию. Вы славяне, и мы славяне, а вы столько зла держите на нас, что просто вас слушать иногда аж плохо становится. Откуда у вас столько злости, столько недоброжелательности? Никакой злости нет, прервусь. 105,9 FM. Если вы слушали нас на средних волнах, переключайтесь на 105,9 FM или на сайт Крым Реалий. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. 105,9 FM, радио Крым Реалии. В студии Осман Пашаев, Катя Некречи и наши гости Гульнара Абдулаева. Ну, и есть ли реакция у вас на последний звоночек от нашего слушателя? Ну, конечно, на русских никто собак не вешает. Естественно, это больше на правительство российское, Московии, Российской империи, сегодняшней России. Конечно же, нельзя обобщать. И все разные люди, у разных разные мнения есть в той же самой России, многие совершенно адекватные люди. Но на самом деле, конечно, не секрет, что в России очень такая политика идет, именно информационная война, и где там приводят совершенно немыслимые факты, доказывают, переписывают историю, и, может быть, это кого-то... К сожалению, гость не представился, да, и не знаю, как к нему обращаться, я понял только из Крыма. Знаете, вот я попытаюсь перенести вас, уважаемый гость из Крыма, который сейчас сказал, вы славяне, мы славяне, переносите. Вот знаете, жители Кореи, Южной Кореи, прежде всего, свободного государства, уже более 70 лет не находятся в состоянии войны с Японией, которая когда-то оккупировала, да, Корейский полуостров. И на самом деле и корейцы, и японцы, в отличие от китайцев, например, они близкородственные народы. Ну, насколько это можно говорить о их близкородственности. Но, тем не менее, никто не пытается, когда спустя 70 лет есть обиды, и мы не социологи, чтобы вам сказать, как это происходит, как это формируется, как это преломляется и как из этого выходит. 70 лет корейцы помнят об оккупации, которой уже нет 70 лет, об изнасилованных женщинах, о том всем, что делала японская армия на Корейском полуострове. И я вам хочу сказать больше. Даже если бы сегодня, вот сегодня, 30 января, Россия вдруг неожиданно покинула бы Крым, перестала бы завозить оружие и поддерживать террор на востоке Украины, то мы не знаем, спустя какое время Украина могла бы преодолеть эти травмы и перестать обвинять в Россию. Но сегодня, когда вероломно Россия оккупировала часть, как вы говорите, нас, славян, и вас, славян, а еще и поддерживает войну, которая унесла 10 тысяч жизней, и инициатор известен, кто это был, и что требовать от населения здесь, от граждан здесь некой доброты и чего там, братства, ну, как минимум, ну, это я попытаюсь все-таки быть мягок, наивно. Ну, я согласна с тобой, Осман, да. И тем более, если честно, я не вижу никакой агрессии со стороны. У нас тем гости, которые рассказывают факты, которые делятся своими знаниями, в том числе, своим мнением, в том числе. И действительно, посмотрев российский телевизор, что там происходит, что там выливается на братьев, да, потому что они все же до сих пор считают, во всяком случае, произносят это, да, что мы братские народы, то, конечно, это совсем какие-то разные вещи. Мы же не говорим, что то же самое, да, с левобережной Украиной было в 18 веке,
веке, когда тот же братский народ пришел и просто сделал украинцев крепостными. Мы же не вспоминаем сейчас, да, это. А ведь украинцы могли бы и до сих пор и это вспоминать. Ну, возможно, и нужно было бы. И нужно было бы, да. Потому что, в принципе, как показывает история, агрессор-то у нас всегда с севера приходит. О топонимах мы прервались, говорили о московских топонимах, была программа у тебя о топонимах киевских. Как раз это касается вот района, который называется Татарка, или 3 улиц: Татарская, Половецкая, Печенежская. Насколько я понимаю, это уже 19 век. Это 19 век, да. И это заселение, небольшое поселение киевское, теми волжскими татарами, насколько я понимаю. Волжским, да, и да, название казанскими. Половецкая и Печенежская, оно появляется как просто дань истории, да, вот дань той эпохи, и не имеет под собой, по-моему, никаких исторических оснований. Нет, здесь никаких, потому что Половецкая, то есть Копчакская, либо Куманская, да, мы знаем прекрасно, что у одного из киевских князей была жена, да, половчанка, и вот... Я насчитал у 8 князей было. Да, очень 8 много, потому были. что половчанки или копчаки, да, вот тот же самый Труханов остров, да, на котором был дворец, да, книжный, в общем-то, и естественно, что да, это дань такая, что сначала были и печенеги, потом половцы, да, это уважение, но на самом деле татарка никакого отношения не имеет уже и к крымским татарам, да, там жили купцы, насколько мне известно, казанские, а вот интересные факты были еще, что вообще в Киевской области еще в XVI-XV веке были поселения, были деревни именно с населением крымских татар. То есть даже если смотреть на историю Украины, да, отношения, крымско-украинские отношения, достаточно много было поселений, где жили именно крымские татары. Была достаточно большая община во Львове, очень много до 1944 года жили в Остроге, и еще с 1512 года они там жили, они не ассимилировались. И под Острогом еще есть село Ювковцы, где до сих пор все жители с фамилией Салтыки. То есть у них там сохранилось кладбище крымско-татарское, и именно это были крымские татары, это выходцы с Северного Причерноморья, с Крымского ханства. То есть, и мы уже не говорим про Литву, там Польшу, да, где те же самые. То есть, на самом деле, были очень тесные взаимоотношения, и в Киевской области около 40 деревень насчитывалось. С крымско-татарскими топонимами. Да. Я сейчас не скажу всех, потому что я подзабыла. Если бы я готовилась именно по этой программе, я бы сказала все названия этих деревень. На самом деле они есть. Мы делали даже программу на ТР. Ну вот так вот звучно, это городок, по-моему, Кагарлык. Вот он звучит Кагарлык, как с сурским таким названием. Все остальное я не припомню, чтобы здесь были такие названия. Это ты имеешь в виду в Киевской области? Ну да, на территории Киевщины. Здесь очень много, на самом деле, сел, поэтому... Да, а есть те, которые не сохранились до сегодняшних дней, поэтому... Вот. А на западной сохранилось достаточно много. В Одесской области, Татар-Бунары, Балта, те же самые города, сохранилось все. И следы там явно видны. Еще один момент, которого ты касался, все-таки это не 18 век, это Кодекс Куманикус, да? Да, 12 это 13 конец век. 12-го, начало 13-го. В принципе, это такое общее, скажем так, кыпчакское наследие, общеполовецкое. А все-таки кто основной наследник? Потому что здесь борьба между кем? Тут могут и крымские татары, и карачаево-балкарцы, и так понимаю, и казахи, да, вплоть до Казахстана. Да, казахи все могут, тоже. и они как государство, нация, имеющая свое государство, крупное, сильное и экономически сильное, вот они тоже заявляют. Главный вопрос. А где писался Кодекс Куманикус? В каком городе? В городе Салхат. Салхат. Да, и заказчиками его, естественно, были генуэзские купцы, потому что все-таки Салхат это был основной такой опорный пункт Великого Шелкового пути, потому что мы знаем, да, Салхат что... это сегодняшний старый Крымский Крым, да. Да, и вот именно туда купцы Великого Шелкового пути приезжали, потому что мы знаем, что уже к XII веку пути сместились именно на Крым, и Салхат был одним из таких ключевых городов, куда уже приезжали генуэзцы. Мы же знаем, что до Марко Поло практически не было ни одного и европейского купца, который бы в Китай там, да, по Великому Шелковому пути ездил. А вот именно они приезжали в Крым, да, из Кафы, да, из Салдеи, они приезжали, у них было ровно 8 дней, они за эти 8 дней должны были купить товар, погрузить на корабле, отправить в Европу. То есть именно это Салхате. Такие таможенные правила были? Да, такие? Естественно, им надо было как-то общаться между собой, и вот именно такая необходимость, да, возникла, именно это даже не словарь, да, а разговорник был, кыпчакский разговорник, именно там с европейскими языками, поэтому он писался в Салхате, заказчиками были генуэзцы, и на самом кодексе Куманикуса стоит дата 1302 год. На самом деле 1294-95
последнее 13 исследование. век, да, да, не да, это конец. А кто-то оригинал из наших историков видел? Он же в Венеции, да, в Сан-Марко находится, в библиотеке? Сан-Марко, он попал, это не оригинал, к сожалению, это одна из копий, которая попала в библиотеку Франческо Петрарка, знаменитого просветителя, да, эпохи Возрождения, и уже Франческо Петрарка передал этот источник в библиотеку Сан-Марко Венеции, и он сегодня до сих пор там находится, его изучают, но считается, что все-таки под одной обложкой Кодекса Куманикуса два разных литературных свода, то есть разговорник, и потом уже как раз-таки вот эти вот немцы-миссионеры, ну, как мы сейчас уже им говорим немцы, да, но вот они были миссионеры, которые писали тоже именно в Крыму свое, потому что там есть Библия, переведенная на тюркский язык. Есть, подожди, там есть вот эта часть, которая тюркско-латинская, да, да, итальянская. То есть, скажем, или вульгарной латыни, или, потому что это еще не итальянский язык, да, но это вот еще не итальянский, но уже да, не совсем кыпчакская. латынь. Да. Причем тюркская часть, самое интересное, вот та тюркская часть, она понятна даже сейчас нам, крымским татарам, которые говорят. Там очень много слов, которые сегодня в современном крымско-татарском языке содержатся, очень много слов. И когда проводили филологи анализ, что они говорят, что, ссылаются, конечно, что это ближе к крымско-татарскому языку. Вообще крымско-татарский язык, он же уникален среди тюркских, да, языков, потому что если ты знаешь крымско-татарский язык, ты знаешь остальные, диалекты и языки другие ты знаешь, потому что он универсален среди тюркских народов. Это уже доказано. Радио Крым Реалии 105,9 FM. У нас есть комментарии, конечно же, много комментариев на нашей страничке в Facebook и в YouTube, там, где наши стримы. Вот, например, в YouTube нам пишет Елена Коновалова: салют из Ялты, когда ваше радио подавится своей ложью? Жду с нетерпением, респект мужику из Симферополя. Так вот, никогда, потому что мы тут ложью не занимаемся. Подождите, в чем мы солгали вот сегодня? Я не знаю, но вот такое мнение. Вы респекты, конечно, передавайте друг другу, но и реально, если вы вдруг поймали на каком-то вранье, вот напишите точно и прям скажите, какие факты не те подали. На самом деле мы что готовы. Что случилось, конечно, мы готовы выслушать. Если Ялта все-таки не если Джалита, и если до Али Дресию упомянул кто-то другой, мы обязательно, я скажу, Ясман Пашаев, приношу прощение жительнице Ялты. И она нашла, что до Али Дреси, арабского ученого, Ялта упоминается в русских источниках, как там Яленькая, например, да, вот как бы, и это на самом деле исконно русский город до 9 века. Да, Всё. давайте больше Точно конкретики, мы будем, конечно же, реагировать, а просто ложь, можем то же самое сказать вам. И также в Фейсбуке спрашивают, где можно купить книгу Гульнары Ханум в Москве. В Москве? Ой, вот это сложно. Как вообще ваши книги купить? Может, какие-то есть еще возможность доставки? А вот где в Киеве купить? Может быть, как-то можно через Киев? В арт-салоне Сандых продается. Это на Крещатике, в центре, да. Для москвичей, которые интересуются, я готова даже подарить. Вот даже так, да, поэтому я так понимаю, что можно вам написать, если что, на страничку в Facebook, найти вас несложно. Ну и вот есть уже тема, которую хотелось бы и нам поднять сегодня, это история вокруг Ханского дворца, реставрация, как называет это российская власть в Крыму, и евроремонт, как называем это мы, да? Или уничтожение, да, как называют это здесь в Киеве, ну и крымские татары, собственно, все очень переживают по этому поводу, потому что просто стирается история. Не только крымские татары. Знаешь, как переживают киевские историки, украинцы, которые занимались реставрацией в украинское время? Я имею в виду, что здесь, в Киеве, вот люди, которые профессионально этим занимаются, и, конечно же, народ, который Я тут честно скажу, что украинские историки даже знают ситуацию и понимают, чувствуют, вот не в обиду нам, крымским татарам, лучше, потому что они знают это как профессионалы, да, что происходит, у них просто слезы, плачут. Вот любая метафора сейчас будет не лишняя. Да, Руслан Меметов спрашивает, какова реакция ЮНЕСКО на факт уничтожения Ханского дворца? Я, честно говоря, не знаю, какая сейчас реакция ЮНЕСКО, но я надеюсь, что она все-таки должна быть, потому что я не отслеживала, что ЮНЕСКО по этому поводу комментировала, но то, что это факт уничтожения, это однозначно. Я не знаю, насколько вот эта такая псевдореставрация отразится на Ханском, переживет ли он очередную реставрацию. Мы знаем, что столько реставраций проходило в период уже оккупации полуострова еще в XVIII веке, когда Потемкин просто перестраивал дворец для того, чтобы пышные юбки Екатерины II проходили там, то есть перестраивалось, уничтожалось буквально все. И XIX век, когда Колодин нанес непоправимый просто ущерб Ханскому дворцу, когда с 20 гектаров его сократили до 4, только 80 комнат ненужных просто снесли за ненадобностью. Ну, кстати, мы не знаем, да, тот дворец в последней версии, который был мы не знаем его. Веке, Мы знаем,
знаем, что в 1735 году он горел при фельдмаршале Минихе, но он восстановился, да, очень быстро благодаря следующим крымским ханам восстановился, но мы и его не знаем, потому что он не в тех размерах, а только уже вот когда украинские реставрационные работы проходили, вот как раз-таки последние годы перед оккупацией второй уже начали, когда со стен снимать потихонечку штукатурку, обнаружили вот те самые ценные росписи зодчего Умера, да, которые почему-то российские... Да, их замазали штукатуркой и намалевали там типа а-ля там восточные узоры. На самом деле такое творили Россия. Вот после завоевания Константинополя Мехметом Султаном II, да, то же самое произошло с Асай Софией, и вот только в 20 веке, уже после Ататюрка, когда он превратил в музей то, что было сначала собором, потом 500 лет при османах мечетью, восстанавливаются вот фрески 12 это по глупости века. Или специально все-таки? Здесь, скажем так... Тогда это была мечеть, здесь это дворец. Для 15 века это чисто религиозный идеологический фактор, а если это мечеть, то никаких икон не может быть, да, они замазали. Но... По поводу ЮНЕСКО, я просто быстро в Google забросила этот вопрос. Вот Рифат Чубаров, глава Меджлиса, он, например, призвал специалистов еще в конце прошлого года, что эксперты ЮНЕСКО должны посетить Ханский дворец, и МИД Украины, собственно, выразил обеспокоенность, да, и призвал также ЮНЕСКО помочь сохранить Ханский дворец, и у нас есть звонок. Нет, я еще отвечу вот Руслану Меметову, вопрос, который задала, реакция ЮНЕСКО, об этом писал Эден Дудаков, у него был очень длинный большой пост на эту тему. Проблема вот в чем. В украинское время Ханский дворец не был внесен в объект национального значения, а ЮНЕСКО защищает только то, что имеет национальный статус, у него был местный статус. После оккупации России Крыма, Россия на самом деле Россия сделала такой шаг и внесла дворец в объекты национального значения, и потом же сама же это свое решение отменила. Поэтому, к сожалению, что в украинское время, что в оккупационное время дворец не имеет статуса или долго не имел статуса памятника национального значения, да, объекты, как там, исторического. Да, и ЮНЕСКО формально даже не защищает памятники местного значения. Хотя само ЮНЕСКО, на самом деле, из всех объектов в Крыму только Ханский дворец считает достойным национального уровня. Вот когда речь шла о Херсонесе, я это тоже впервые недавно узнал, что с Херсонесом на самом деле проблема. Несмотря на то, что никто не оспаривает существование такого средневекового города в Крыму, очень многие объекты Херсонеса специалисты ЮНЕСКО считают, скажем так, мягко говоря, камнями, привнесенными с разных регионов и, скажем, так мягко, некоторые фальсификации объекта. Это, наверное, целый дебат можно на эту тему устроить. Если у нас есть еще звоночек, пожалуйста, кто вы, откуда, ваш вопрос или комментарий? Добрый день. Добрый день. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Откуда вы нам звоните? Как вас зовут? Из Крыма, да? Это русский крымчанин из Крыма. Сейчас я хочу ответить вам на ваш вопрос по поводу, кого мы считаем врагами. Врагами мы считаем националистов украинских и татарских. Почему? Почему? А кто такие националисты украинские и крымско-татарские? Бандеровцы и меджлисовцы. А почему? Что случилось? Что страшного сделали вам эти люди? Вы об этом потом. Мне теперь вопрос к госпоже историку. Да, Гульнара Абдулаева в нашей студии, слушаем. Она готова меня выслушать? Она готова. Мы все сидим вас слушаем. У нас 2 минуты до конца эфира, поэтому побыстрее, если хотите услышать ответ. Почему захват Крыма России это оккупация, а захват ханом Батыя Крыма и захват Турции Крыма это не оккупация для нее? Ага. Понятно. То есть хан Батыя это тоже получается оккупант, да? Не, подожди, Баты и Турция я немножко... Я тоже не если поняла, наш слушатель на онлайн еще, я хотел... Да, вот вы как-то разделите между собой Батыя и Турцию и задайте про Батыя и про Турцию отдельно, а то немножко непонятно было. Нет, я не отцом. Вопрос, почему захват России Крыма называет оккупацией, а захват Турции Крыма это не оккупация Крыма. Турция никогда не захватывала Крым. Подожди, вы имеете в виду Турция это 15 век, да? Вот когда... 2 минуты. Когда правил Менгли Гирей.
когда в спину, когда с помощью крымских татар был захвачен Турцией Крым. С помощью крымских татар? Захвачен был Турцией А как Крым. с помощью крымских Да, татар был захвачен здорово. Крым? А вы что, не знаете, что я Подожди. опираюсь на источники газеты «Авдет». Подожди, когда первые турецкие корабли османские достигли Крыма, уже существовало Крымское ханство, да? Каким образом Крым могли захватить крымские татары, если к тому времени, вот во всяком случае, оно уже там было сформировано, Крымское ханство? Зачем вы извращаете мой вопрос? Да не извращаем ваш вопрос. Крымское ханство официально в источниках было создано в 1441-44, да, там идут такие дебаты. А первые корабли это 75-й год. То есть 1475, да. Вот поэтому у нас такое уточнение к вам, что вы интересно, имеете в что вы виду? имеете, да. Вы меня будете слушать или нет меня? Да, мы так, слушаем с минуты до внимательно, мы конца просто эфира. не Я понимаем. предлагаю сделать так. Давайте вы сейчас повисите на линии, и мы с вами можем, я не знаю, после эфира продолжить разговор и взять, например, ваши контакты. Еще, когда мы будем историческую тему делать, да, то обязательно созвониться с вами. Гульнара Абдулаева, очень быстро, где можно найти? На Крым Реалии можно найти ваши исторические программы. На АТРе тоже есть в сети Есть это все всё, опубликовано. да. Что надо вбить в Google, чтобы увидеть это и посмотреть? Ну, либо вбить видеоблог Тугра, либо вбить в поисковик Алтын Девур. Супер, спасибо А ещё огромное. лучше Это был Гульнара горячий Абдулаева, эфир. и Да, всё. спасибо большое, Гульнара Ханум, Осман Пашаев, Катя Некреча, Радио Крым Реалии, 105,9 FM. Звоните нам постоянно, мы готовы выслушать вас, если Полчаса все равно не уложились. в 50 минут на минуточку. Да. Поэтому мы очень ждем следующей встречи с вами, дорогие наши слушатели. До следующего Оставайтесь с нами. вторника.